важное, что я бы хотела сказать, что для начала те, кто пишет эти комментарии, пусть хотя бы полпути, который мы прошли, пройдут, сделают действительно масштабное мероприятие, которое будет прославлять республику, будет прославлять культуру, будет призывать к исламу и будет собирать в таком количестве молодежь, заинтересованную, которая действительно не безразличная. И после этого только можно будет ловить хайп уже на каких-то таких непонятных темах. Но все равно отмечу, что в этом году была проведена масштабная акция, как я и говорила, благотворительного ифтара. Я лично, без координаторов, без кураторов, встречалась с каждым рестораном. Радик не даст соврать, я его просила, я говорю, дай, пожалуйста, Туган Аулы, у меня 2 ресторана из 10 осталось, вот надо 10, потому что 10-е мероприятие. И он мне предоставил, за что очень сильно его благодарю. Лично переговаривал с каждым рестораном, лично снимал ролики, все за свой счет, не там из какой-то общей копилки или еще что-то, просто для того, чтобы собрать людей, все это под эгидой Fashion Iftar. Что еще стоит отметить? На самом деле я не согласна с ассоциативным рядом, потому что всегда говорят, что ифтар это для неимущих. Я не неимущий человек, но получается мне не надо поститься тогда, потому что постятся по исламу в принципе все, имущие, неимущие. Ифтары могут проходить в разном формате. Люди, когда идут в ресторан и заказывают себе ифтар-сет, ифтар-пакет, вряд ли ресторан безоплатно им это предоставляет. И всегда есть благотворительные варианты, которые ты можешь осознанно выбрать, пойти, это шатры, это вот благотворительный ифтар, который мы сделали. Никто никого не заставляет куда-либо идти или что-либо делать. Но при этом создается огромное поле для выбора. И я считаю, что здесь просто нужно включать осознанность, но на этот хейт мы не ведемся. То есть если в том году я немножко выгорела, расстроилась, потому что я действительно делаю это душевно и от сердца, и я горю этим делом, то в этом году я приняла решение, что я просто делаю свое дело, и люди, которые мне могут что-то сказать, это только те, кто действительно прошел такой же путь и такой же маршрут. Спасибо. Я, наверное, добавлю. Вообще мы же смотрим на эмоции, те эмоции, которые получают наши гости, и мы видим обратную связь, мы делаем людей немножко счастливее, развиваем нашу культуру, наши традиции, благопристойную моду и показываем красоту ислама и красоту наших традиций. Как бы здесь я считаю, что этот ифтар, он по своей красоте, по своей значимости, масштабам несет только пользу и обществу, и нашей стране, и вообще в целом культуре и исламу. Поэтому мы в этом уверены, поэтому мы это делаем. А если кто-то хочет там где-то хайпануть, сказать, что это показуха, это не показуха, пусть попробует организовать что-то, сделать. Мы проводим ифтары каждый день. Там у нас, как Джарал сказал, мы на самом деле очень большой путь прошли. И здесь это точно в первую очередь для нас ифтар, это благотворительность. И здесь в этом не может быть никаких сомнений. Я думаю, что все даже знают просто, сколько может стоить хадж. Наверное, даже в рамках розыгрыша хадж и умра, при том, что каждый год, в принципе, по 2 умры, одна для гостей, одна для волонтеров, разыгрывалась и дарилась. А в этом году все объемы увеличены, расширены. И я думаю, что просто надо научиться еще и считать, потому что свет, звук, модели, макияж, постановка, само огромное помещение, кухня, которую только Радик предоставляет. Это все просто огромнейшие финансовые вложения. И плюс еще, сколько мы в благотворительность вкладываем со всех, грубо говоря, вот этих вот приходов там и так далее. Сколько фондов участвуют в рамках Fashion Iftar, выставляются и собирают на определенного ребенка, кто-то собирает на Палестину. То есть у нас это целый комплекс. Это не просто мероприятие, пришел, показ посмотрел, ушел. Это целый комплекс, который разрабатывается целый месяц, разворачивается и не только в формате одного вечера, но и в рамках тех взаимодействий и коллабораций, которые выстраиваются по всему городу и, в принципе, по всей республике.